Более 30 женщин освободили полицейские из сексуального рабства. Члены преступной группы организовали сеть притонов на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Девушек туда свозили насильно, похищая в различных городах страны. Подневольные жрицы любви работали практически круглосуточно, получая за работу настоящие гроши. Евгений Новиков продолжит. По привычке девушки прячут лица от камеры, хотя на самом деле должны танцевать от счастья. Многих из проституток только что освободили из многолетнего сексуального рабства. А изначально тебе обещали, что ты будешь массажисткой работать? Да. Ты расскажи поподробнее, это как? Да. Короче, у него знакомый ей сказал, говорит, поедешь в Москву и работай с массажисткой. Говорит, я тебя научусь компьютером, а мне было 17 лет. Вот, 17 лет. Я тебя научу. В рамках крупномасштабной спецоперации стражи порядка одновременно обыскали притоны, бани и квартиры в Нижнем Новгороде, Воронежской, Пензенской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Всего задержано 9 человек. Это организаторы сети. Из сексуального рабства освобождены 30 девушек. В ходе этих обысков изъято 2 единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, форма сотрудника полиции, паспорта женщин, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, в нескольких адресах оперативники обнаруживали и удерживаемых девушек. Всех потенциальных проституток преступники несколько лет вербовали по одной и той же схеме. Предлагали работу за границей, забирали документы якобы для оформления визы и разрешения на работу. И чуть ли не в тот же день запугивали и выставляли на панель. Каждой женщине свойственно мечтать о будущей красивой жизни, о замужестве прекрасной. Ну и, наверное, уровень жизни подстегнул к тому, что женщины все-таки искали варианты трудоустройства в каком-то смысле. И, в общем, вот в какой-то мере попали именно в такую структуру. Платили девушкам не больше 200 рублей в день, запрещали выпивать, курить и жестоко наказывали за нарушение режима, попытки сбежать или связаться с родственниками. А вот расскажи, что за система наказания, там, штрафов? Штраф, когда это выпивший, пьяный, на работе пить нельзя. Так, и что тогда, девочек за это избивают или что? Я слышала, что да, попадает девчонка. С освобожденными проститутками сейчас работают психологи и следователи. Стражи порядка не исключают. Причастных к незаконному бизнесу может быть намного больше. В ближайшем будущем пройдет еще серия обысков и задержаний. И вполне возможно, количество фигурантов в уголовном деле увеличится. Евгений Новиков, место происшествия.